Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передачи «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о гриппе и о профилактике этого тяжелого заболевания у детей. О гриппе слышали все. Прихода гриппа большинство взрослых ожидают с опасением. Как бы не заболеть самому и предупредить заболевание у детей. А о мерах профилактики гриппа в той или иной мере наслышаны все. Постараемся разобраться, какие же меры в предотвращении заражения гриппом наиболее эффективны. Различают три типа профилактики. Первое – это неспецифическое, основанное на соблюдении правил общественной и личной гигиены, укреплении иммунитета и повышении стрессоустойчивости организма. Второй тип профилактики с использованием медикаментозных, противовирусных и иммуномодулирующих препаратов. И третий вид профилактики – это специфическая профилактика, направленная на борьбу с вирусом с применением вакцин. Чтобы не заболеть в период эпидемии и не заразить окружающих, все должны соблюдать простые правила гигиены. Избегать прямого контакта с заболевшим человеком, надевать стерильную маску в местах большого скопления людей и в присутствии больных, а также, если сами заражены, менять маску нужно не реже, чем через 2 часа использования. Часто мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Тем не менее, любой человек, который какую-то часть времени находится в обществе, контактирует с коллегами по работе, с одноклассниками в школе, одногруппниками в детском саду, рискует заразиться. Второй вид профилактики с использованием медикаментозных средств. Прием иммуностимуляторов имеет свои показания и противопоказания. Без консультации с врачом принимать их категорически запрещено, ибо вместо пользы можно нанести вред здоровью ребенка. Противовирусными препаратами в период эпидемии проводить профилактику малоэффективно, ведь действие данных лекарств направлено против определенного типа вирусов. Наиболее эффективным же способом профилактики гриппа является вакцинопрофилактика, так как при введении вакцины в организм образуются антитела против вирусов гриппа. Существует 3 типа вируса гриппа – А, Б и С. Вирусы гриппа изменчивы, поэтому в каждом сезоне заболевания вызывают вирусы, отличающиеся от тех, что циркулировали в прошлом сезоне. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, вирусы гриппа какого типа вызовут заболевание в данном году. И с учетом этого состав вакцины ежегодно обновляется. Именно поэтому вакцинироваться от гриппа следует ежегодно. Чтобы узнать мнение родителей о вакцинации детей против гриппа, мы провели опрос. Как вы считаете, нужна ли ребенку прививка от гриппа? Надо, чтобы они не болели, здоровые были. Самое главное – здоровье. Надо. Они же болеют, бывает. Да, конечно. Нужно. Прививки обязательно. Обязательно. Нужно. Да, считаю, что нужно. Наверное, нужно. Я понятия не имею. Нужно. Нужно. Конечно. Мне кажется, да. Да, конечно, нужно. Обязательно. Думаю, нужно. Ой, это спорный вопрос. Я своему не делаю. Как вы думаете, почему? Чтобы был у детей иммунитет, чтобы были здоровыми, потому что очень часто встречается вирусная инфекция, чтобы не заболеть, не заразиться, не подцепить. У ребенка могут быть осложнения. Для повышения иммунитета и тому подобное. Иммунитет развивает. Сами понимаете, сейчас грипп, погода такая. Вот. И желательно сделать прививки. Чтобы дети не болели? Профилактика должна быть. Чтобы не болели. Чтобы не болели. Это желание каждого родителя. Кто-то делает, кто-то не делает. Чтобы обезопасить, наверное, ребенка. Иммунитет, наверное, улучшает. И меньше болеть будет ребенок. Чтобы не болели дети. Потому что грипп – это тяжелая болезнь, и, конечно, могут пойти осложнения. Чтобы не болели? Потому что все-таки грипп – это серьезная проблема. Если все будут делать, то такового гриппа не будет. Большинство родителей считают, что вакцинация детей против гриппа необходима. Я врач-педиатр Потемкина Валентина Васильевна, работаю врачом-педиатром в отделении организации медицинской помощи в образовательных учреждениях. Хочу рассказать про грипп и профилактику.
Грипп – это острое инфекционное заболевание, которое встречается очень часто и передается воздушно-капельным путем. Заболевание начинается остро, с подъема температуры, головных болей, недомогания, ломота во всем теле, то есть симптомы интоксикации. Только на 2-3 сутки присоединяется катаральное явление – кашель, насморк, чихание. Заболевание это протекает в виде эпидемий. Во время эпидемии заболевает 20-30% детского и 5-10% взрослого населения. Тяжелее болеют дети младшего возраста, то есть до 3-летнего возраста, и лица старше 60 лет. Встречаются и летальные исходы. Это в основном у лиц, которые не привиты против гриппа. Грипп опасен не только своей клиникой, но и своими осложнениями. Осложнения бывают со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов, дыхательной системы. Это бронхиолиты, бронхиты, пневмонии, нервной системы, менингиты, энцефалиты, судорожные явления и частые осложнения со стороны среднего уха. Чтобы не заболеть, нужна профилактика, то есть предупредить инфекцию. Одной из существенных и эффективных мер защиты являются профилактические прививки. Профилактические прививки против гриппа сейчас включены в национальный календарь профилактических прививок. Обязательно ежегодная прививка детям 6-месячного возраста, школьникам с 1 по 11 классы, студентам высших и средних учебных заведений, лицам, которые работают в медицинских, образовательных учреждениях, на транспорте, в коммунальной сфере, лицам-призывникам, лицам старше 6-10 лет и лицам, у которых имеются какие-то хронические заболевания. Ежегодное повторение прививок против гриппа обязательно. Детям 6-месячного возраста мы начинаем из-за того, что у них в крови уже исчезают материнские антитела. У них защита снижается, поэтому начинаем делать прививки. Эффективность прививки от сезонного гриппа несомненна. Это видно из следующих показателей. Снижается госпитализация детей по поводу гриппа, это в основном детей до 3-летнего возраста. Смертность снижается на 40%. У школьников отмечается резкое снижение заболеваемости. Поэтому в течение последних нескольких лет во время эпидемии гриппа школы у нас не закрываются. Но, к сожалению, прививки эти не столь популярны среди населения. Население считает, что случаи возникновения респираторных вирусных инфекций во время эпидемии гриппа связаны с неэффективностью вакцины, что крайне неправильно. Если даже после вакцинации дети заболевают, заболевание протекает более в легкой форме. Отмечается небольшое повышение температуры до 37,3–37,5 градусов, небольшие катаральные явления, головные боли, но эти явления быстро проходят. И поэтому эти отказы, они не обоснованы от прививок. В данное время мы провели вакцинацию против гриппа в основном среди школьников и частично среди дошкольников. Сейчас ожидается поступление второй партии вакцины, и снова мы продолжим вакцинацию против гриппа. Так что всех мы приглашаем на прививки. Добро пожаловать! Наша передача подошла к концу. Помните о том, что лучшей профилактикой гриппа является вакцинация. До свидания, берегите себя и своих близких.